мусульман Башкортостана начинается священный месяц Рамазан. Духовное управление мусульман республики определило даты поста. Первый его день выпадает на 13 апреля. Ураза Байрам будет отмечаться 13 мая. Обсудим все подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала республики. Сегодня вместе с нами Айнур Хазрат Бергалин, председатель муфти Духовного управления мусульман Башкортостана. Айнур Хазрат, здравствуйте. Доброго дня. Поздравляем вас с началом священного месяца Рамазан и в вашем лице всех мусульман республики. Расскажите, пожалуйста, какие основные сейчас стоят задачи перед правоверными мусульманами и как можно доказать свою веру? Благодарю вас за поздравления. Священный месяц Рамадан, его так и называют священным, потому что Всевышний, Творец, Аллах, хотя вот Аллах, он в арабских языках, арабско-семитских языках у всех монотеистов, так и Илох, Аллах, он определил, что этот месяц выделяется среди остальных других. В этот месяц Аллах отправил Писание священное для мусульман в виде Корана, который является такой инструкцией для человека. Там написано, что можно, что нельзя. В нем Аллах говорит, как прожить жизнь и как подготовиться к вечной жизни, еще к более лучшей. И возвысил этот месяц тем, что как раз-таки ниспослал это священное Писание и предписал людям пост, так же, как он предписал этот пост другим народам. Очень интересно, в этом году наш пост чуть-чуть пересекается и с православным постом. У них тоже есть пост, и у нас он тоже есть. И у других народов, у других религий он тоже был предписан со стороны Всевышнего. Но мусульманский пост в чем особенность? Это от зари до заката мусульмане прежде всего воздерживаются от еды и от питья, и от интимной близости. Вот это физически. А то, что касается духовного очищения и воздержания, то это воздержание от плохих мыслей, от плохих привычек, от всего запретного и предосудительного. И наоборот. То есть мусульманин должен делать только хорошее, жертвовать, становиться щедрым, думать о хорошем и побольше этот месяц посвятить социальному служению. Как будут работать мечети? Мечети будут работать, в отличие от прошлого года, где полный локдаун был, сейчас модно говорить, они были закрыты в прошлом году, но в этом году у нас, согласно санитарным нормам, будут открыты и будут проводиться там служения. Это вечерние, ночные таравих-намазы, что характерно для месяца Рамадан только, и также коллективные ифтары, разговения. Там тоже будут проводиться в наших мечетях. Но будут соблюдаться все санитарные нормы. Какие рекомендации вы можете дать верующим, которые соберутся в мечеть? Мы предписали, что будет расстояние соблюдаться между молящимися, а во время приема пищи он как бы не длительный. Ну и желательно, я уже вижу то, что сознательные люди начали и вакцинироваться, и маски носить. И многие уже переболели этой болезнью, кто-то в легкой форме, кто-то... главное, что уже население уже имеет иммунитет определенный. Поэтому не так страшно, как это в прошлом году. А остальных людей в возрасте я попрошу воздержаться от таких мероприятий и лучше просидеть дома в кругу близких и кругу семьи. Айнур Хазрат, раз уж мы затронули тему пандемии, и вы вспомнили, как Рамазан отмечали в прошлом году, в этом году сейчас активная фаза вакцинации. Да? Можно ли сделать прививки от коронавируса, не является ли это запретом? Как раз-таки вчера во время моей пресс-конференции я сказал, что вакцина не портит пост. Это во всех соцсетях, в СМИ разлетелось, и многие люди начали комментировать, а кто такой муфти, чтобы разрешить то, что Аллах не разрешал. Тут я хочу пояснить, то, что мы, как духовный лидер или как духовное управление, либо совет ученых духовного управления, мы не разрешаем что-то от себя. Это
разрешено по сути, по основам ислама. Мы только можем сказать, вот этот вид разрешенного входит ли в этот вид. Аналогия есть из старого на новое. Потому что инъекция во время пророка Мухаммада, салям, его не было, а сегодняшние они появились. Но есть основания на то, что входит из питательного, вода, еда, остальное, это портит пост. Но если инъекция не содержит питательных веществ, такие как там лекарства, инсулин, это пост не портит. И также туда входит вакцина. Это не портит пост. Но если инъекция содержит, допустим, глюкозу, витамины, то это портит пост однозначно. Также обезболивающие, лидокаин и еще что-то, они пост тоже не портят, потому что они не питают организм. Но уже получается капельница определенная, где есть питательное, то это вот как раз-таки это уже запрещено. Вот это не надо путать. Но вы это обсуждали уже с духовными лидерами? Духовный... Это вот такое, в принципе, уже обычное дело. Но просто в этом году люди начали как-то предвзято относиться к вакцинации. Все люди начинают думать, как будто меня кто-то там насильно просил или еще что-то. Вот я со своей стороны открыто могу сказать, меня никто не просил этого говорить или не говорить. Это просто обычная вещь. Это актуально, мы об этом говорим. То, что это не запретно, это пост не портит. И тот, кто хочет защитить себя, а это фард, это обязательство мусульманина, защитить свое здоровье и близких, и общество. Если хотят сделать вакцинацию, то пусть бисмилля с именем Господа идет и делает. Если у кого-то есть сомнения, могут ли они прийти и посоветоваться с муллой? Да, конечно, я думаю, что современный век дает нам все возможности ознакомиться более детально. Это и в интернете можно информацию почерпнуть, очень много лекций и публичного материала. Какие рекомендации можете вы дать для тех, кто держит священный месяц Рамадан, пост, как находить силы? Надо понимать то, что Всевышний создал этот мир. Потому что ничто просто так не происходит. Всевышний Создатель, это все ученые подтверждают, Всевышний создал человека и дал, это единственное разумное существо, которое живет на планете Земля. И он дал ему рекомендацию, инструкцию, как ему прожить и как себя вести в этом мире. Он дал и Тору, и Библию людям как руководство, и дает последнему пророку Мухаммаду Коран. В Коране написано, то, что Аллах не возлагает на человека то, чего он не может. И также говорит, кутиба алейкум ас-сиям. О те, которые уверовали, кутиба алейкум ас-сиям, вам предписан пост. Поэтому держите его. У кого есть возможность, то пусть держит. А тот, кто болеет или находится в пути, или какие-то затруднительные моменты, связанные со здоровьем, то пусть он держит в другое время. Или когда выздоровеет. Если не выздоравливает, то пусть он кормит 60 бедняков, как будто и сам должен был кушать. Вот пост и религия, она настолько гибка и проста. Ислам сам по себе это очень гибкая, уникальная и удобная религия для людей. Айнур Хазрат, в этом году 3 мая будет отмечаться День поминовения. В прошлом году он отмечался 2 мая, но вот в этом году перенесли из-за того, что он совпадает с Пасхой у православных, который праздник отмечается. Вот глава Башкортостана на оперативном совещании в правительстве Ради Хабиров обратился в том числе к духовным лидерам и призвал тоже принять участие вот в дне поминовения. Вот как вы можете прокомментировать, как будет 3 мая отмечаться? Вообще... кладбища, эти места так и так в основном активно убираются имамами и верующими. В основном, хотя это не является обязательством мечети и как в правовом плане, потому что у нас кладбища муниципальные, это как бы это место принадлежит муниципалитету и селению, в котором он располагается. А в основном это имамы, либо священнослужители занимаются благоустройством и уборкой. Они являются кураторами. Поэтому мы так и так ежегодно этими субботниками занимались. Но очень меня радует то, что вот этот день поминовения внедрен вот именно в таком виде, потому что народ должен тоже
помнить не только об этом мире, и также о наших предках, о наших родителях, о наших бабушках и дедушках, которые в данный момент похоронены на кладбищах. Поэтому коллективно идти уборку сделать, это очень даже правильно. Мы и мамам сказали и в прошлом году, и в этом году они уже в курсе. Поэтому мы примем непосредственно самое активное участие. Айнур Хазрат, 13 мая будет праздноваться Ураза Байрам. Если коротко, есть понимание, как все пройдет? Перед праздником есть Садакатуль Фитр, это фитр разговения. У нас поэтому ифтар, говорят же, вечерний прием пищи, это тоже слово, фитр, это однокоренное слово, садак, разговение. Он дается от каждого члена семьи. Если 5 членов, значит 5 сах. 5 сах – это 1 сах равен 3 килограммам сыпучих продуктов. С каждого члена семьи мы берем продукты, можно финики, то, что кушаем. Берем это и надо до праздничного намаза отнести до нуждающейся семьи, чтобы они тоже отпраздновали вместе с остальными людьми этот прекрасный праздник. Потом люди направляются в мечеть. Там уже праздничная проповедь и, соответственно, какая-то программа у нас каждый год в каждой мечети программа какая-нибудь праздничная. И, соответственно, угощения будут. И после этого уже каждый празднует в кругу своего дома этот прекрасный праздник. Но я надеюсь, что в этом году у нас получится и традиционно и на парке Ватан, и в других площадях, как мы с друзьями, партнерами организовывали. Также, я думаю, получится и в этом году организовать для жителей Уфы и для остальных республиканцев, это в других местах. Спасибо вам большое, Айнур Хазрат. Еще раз поздравляем вас с праздником. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем был председатель муфти Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Хазрат Бергалин. Всего доброго. Оставайтесь на БСТ.